Памятник легендарному летчику Амедхану Султану в крымской столице не хотят ставить на площади, названной в его честь. В феврале этого года в СМИ появилась информация, что к столетию дважды Героя Советского Союза в Акмеджите будет установлен его памятник. Место установки выбрали малозаметное. Небольшой сквер, спрятанный между жилыми домами на пересечении проспекта Кирова и переулка Пионерский. Это место горожане знают по остановке транспорта и расположенной там французской булочной. Новость вызвала неоднозначную реакцию крымско-татарской общественности. Ведь много лет назад местом установки памятника был выбран и утвержден участок в центре площади имени Амедхана Султана. Изначально памятник Амедхану Султану планировалось установить на этом месте, недалеко от пересечения улицы Козлова с улицей Севастопольской. 10 лет назад здесь даже установили закладной камень. Планировалось соорудить целый комплекс и облагородить эту территорию, а также провести сюда пешеходный переход. Комплекс должен был быть создан по проекту известного архитектора Заремы Нагаевой. В 2003 году директор Алупкинского музея имени Амедхана Султана Мустафа Ага Мустафаев вместе с директором музея крымско-татарского Софией Ханум Иминовой обратились ко мне с просьбой спроектировать памятник Амедхану Султану. Как раз в это время площадь была названа именем Амедхана Султана. Мы с моим братом Нагаевым Ибрагим Гиреем Садыковичем и Айдером Бекировым втроем работали над этой темой. Мы предложили сделать комплекс, посвященный Амедхану Султану, в центральной части площади имени Амедхана Султана в Симферополе. Проект Заремы Нагаевой под названием «Сын Отечества» выиграл в конкурсе, организованном Симферопольским горисполкомом, заняв первое место среди 4 поданных на конкурс работ. На выбранном участке торжественно установили закладной камень, но дальше дело так и не продвинулось. Все время нам сообщалось документально, что денег нет, мы не можем выделить, денег нет, не можем выделить. И это длилось вот с 2009 года. Отсутствие денег, поэтому не можем воплотить проект. В 2015 году уже при России было заседание градостроительного совета, был главный архитектор Эрнст Филсурович Мавлютов, на котором тоже был одобрен наш проект и тоже есть этот протокол. Снова заговорили о необходимости возведения комплекса в 2018-м, к столетию прославленного летчика, которое будет отмечаться в октябре 2020 года. Тогда была главой администрации Наталья Федоровна Маленко. Мы ей представили весь материал. И ее команда предложили нам сделать вариант возле главного входа. Мы поработали еще и над этим вариантом. В этой работе участвовала главный архитектор города Ирина Валентиновна Соловьева. Там были некоторые коррективы, и мы сделали, собственно говоря, еще один вариант с размещением Амедхана Султана именно на этом месте. Новое место при входе на центральный рынок оказалось спорным. Оно якобы сдано в аренду на 49 лет, и по нему идут судебные тяжбы. Вопрос с установкой памятника вновь оказался открытым. И вдруг в 2019 году стало известно, что памятник Амедхану Султану будет создан по проекту другого скульптора – Айдера Алиева. Это также прекрасная работа, но гораздо скромнее по размерам утвержденного ранее монументального комплекса. Проект этот на конкурсе не участвовал. Значит, его выдвигает Совет крымских татар. Они провели заседание, выбрали проект Айдера Алиева. На этом заседании, как мне говорили, участвовал и мой проект, но меня там не было. То есть Айдер Алиев там был, он защищал свой проект. На нем, правда, не было ни одного специалиста в нашей области, то есть не было скульпторов, не было архитекторов. В феврале нынешнего года появилась еще одна новость. Администрация города предложила установить памятник Амедхану Султану не на площади, а на пересечении проспекта Кирова и переулка Пионерский. С этого места демонтировали торговые площадки и обещали облагородить территорию. Хотя, как утверждает Зарема Нагаева, документально этот участок под возведение памятника выделен не был. Министерство строительства и архитектуры, которое организует вот эти совещания и рассмотрения, прислали письмо, в котором написали, что администрация города Симферополь должна нам дать вот именно тот участок, и мы должны разработать свои предложения. И Алиев, и мы именно уже на том участке. Значит, такое письмо есть, но пока на сегодняшний день городская администрация не предоставляла нам никаких вариантов по другому участку, официальных вариантов. Это должно быть выделен участок
подтвержден за подписями главы администрации, и тогда уже мы имеем право на нем что-то проектировать. Новость об установке памятника Амитхану Султану на периферии вызвала негодование крымско-татарской общественности. Они собрали подписи под обращением к властям с просьбой установить памятник в изначально запланированном и законно утвержденном месте – в центре площади. Биринчиден, her daim olgan gibi Kırım Tatarlarla alakalı ne olursa olsun, bu bir abide olsun, bu bir yarışma olsun, bu bir kitap olsun. Bunları umum Kırım cemiyeti içinde değil, böyle Kırım Tatarlar içinde, ara sokakta, şehrin dışında olmasını isteyenler var. Ve biz bir şekilde el ele tutup bunu yenmemiz gerek. İkinci tarafı, gene birileri halkımızın içinde bir bölme, bir anlaşmazlık çıkarmak istiyor. Görüyoruz ki şu anda iki tarafta halkımızın belli, hürmet etkenimiz, sevgenimiz insanı. İki mimarın, iki heykeltıraşının bir projekti var. Ve sanki birileri bu iki insanı karşı karşıya, bu iki abideni, bu iki projektini karşı karşıya koymak isteyenler var. Biz mutlaka buna karşı olmamız gerek ve birleşmemiz gerek. Elbette öyle bir adamga heykel koyganda onu bir kenarga alıp gidip koymak olur mu? O elbette merkezde olmak gerek. Hem tek bizim Kırım'ın merkezinde değil de pek çok şehirlerin merkezinde olmak gerek o heykel ortada. Çünkü onu bilmegen bir tane pilot yok dünya üstünde ve insanlar da. Onun yapkan işleri hem cenkte. Hem cenkten son hem de hayatta ne kadar o uçaklarını sınap demek en tez uçkan samolotlarını sınap ve onun hayatını da havada kaybetti. Mesele yarım degende bilesizim en evvela o görünmek gerek. Eğer de o yerini temizleseler nerede olar stilleşin on koyma. Açsalar bilmem bir şey yapsalar ve o meydanın her bir köşesinden her bir noktasından görünse o bunda bekim çok karşılık göstermeye de gerekmiyor. Ama elbette birinci yeri onu belleydi ve misal için Akyar taraftan ya da şark taraftan kirgende o merkezi bu bazar Amithan Sultan adını taşıyan meydana o elbette güzel, yaxşı görünecek edi. O meydan sanki açacak edi. Памятник, он должен объединить, сформировать всю площадь, он должен быть доминантой площади, ну, в соответствии со значением самого Амитхана. Амитхан Султан – легендарная личность, символ воинской славы и стойкости, гордость не только крымских татар, но и всего Крыма. Поэтому отношение к его памятнику – это отражение того, как на самом деле чтят память о войне крымские власти, произносящие тысячи слов о вечной памяти героям.